Большие перспективы национального осетинского футбола. В Северной Осетии по инициативе Вячеслава Битарова строится Академия футбола. Объект планируют сдать уже к концу лета. В ближайшее время начнут стелить поля, обустраивать корпуса для проживания спортсменов. А в Осетию уже прибыл и приглашенный тренер, который приступил к формированию штата. В начале недели на объекте побывал и глава республики Вячеслав Битаров. Он оценил качество и темпы работ. Детали в следующем материале. Ранним утром у пятиэтажного здания, окруженного лесным массивом, почти в самом предгорье на окраине Владикавказа, рабочий день в полном разгаре. С территории вывозят строительный мусор, формируют очертания будущих тротуаров, готовят искусственные поля. А внутри здания ударными темпами идут отделочные работы. Это главный корпус Академии футбола нашей республики. Уже осенью она распахнет свои двери для первых учеников. Отделочные работы идут полным ходом. Вот в таких светлых и просторных комнатах будут жить ученики Академии футбола с видом на горы. Комнаты рассчитаны на 2 или 3 человек. Здесь же предусмотрены раздельные санузлы. Душевая, кое-где уже выложено все плиткой. Проинспектировать ход работ приехал глава республики Вячеслав Битаров. Осталось белым и ламинат. Потолок уже подготовлен. Двери демонтируют потихоньку. Вместе с главой объект осматривают министр спорта Северной Осетии Алан Хугаев и главный тренер Академии футбола Владимир Ракунов. Сегодня мы видим, что строительные работы идут по графику. Доложили о том, что футбольные поля отгружаются завтра тоже. То есть в ближайшее время их будут стелить. И начнется комплектация мебелью и всем остальным необходимым для проживания детей. Прибыл приглашенный главный тренер. Он занимается комплектацией штатов, то есть отбор тренеров пока, воспитателей и всего остального персонала, который здесь будет работать. А уже с 1 июля начнут отбор детей со всех районов республики, одаренных детей, подающих надежды, которые будут здесь собраны. Единственное, 4-й без дверей пока стоит, потому что столовая или столовая вот там учебный класс у нас дальше. Наверху. После осмотра помещений тут же на стройке обсуждаются текущие вопросы. Хаоса, чтобы здесь не было, был порядок и дисциплина. Главный тренер Академии футбола рассказывает главе о распорядке в спортивном образовательном учреждении. Потому что дети здесь, мы за них отвечаем. А с родителями ищите вот так вот. Конечно, надо им какие-то дни, надо определить, наверное, там для себя. Мы уже определили субботу-воскресенье, они будут дома. Ну, наверное, это уже изобретено, да, во многих. Уже с конца лета в Академии будут обучаться 120 человек. Сейчас формируется тренерский состав. Для отбора в Академию футбола «Алания» привлечены ведущие специалисты России. С главой мы говорили о том, какие у нас на данный момент задачи стоят и какие перспективы будут в будущем. Задача у нас сейчас одна, надо как можно быстрее определиться с тренерами, которые будут здесь работать, которые будут обучать ребят, которые будут стремиться из них не только футболистов сделать, а еще и людей хороших, как глава республики только сейчас обозначил. Поэтому цели большие, планы огромные, и мы будем стараться их выполнять. Итак, уже на протяжении 3 месяцев работы ведутся практически круглые сутки в 3 смены. Главная цель – успеть вовремя к 1 сентября сдать этот значимый для республики объект. Темпами я доволен, потому что в ежедневном порядке я захожу, каждый день смотрю, бывает и в 9, и в 10 часов вечера приезжаю, и могу вам уверенно сказать, что люди работают практически в 2 смены, и большего требовать от них это в принципе невозможно, поэтому, опять же, как и говорил до этого, с Божьей помощью мы укладываемся в те сроки, которые перед нами поставлены перед главой республики. Благоустройством уже сейчас занимаются, буквально в конце недели, в пятницу, уже должны отправить нам наши футбольные поля. На следующей неделе мы уже начнем укладку футбольных полей. В подготовке юных футболистов делают акцент не только на спортивное, но и на общее и дополнительное образование. Вячеслав Михайлович, вот вы говорили с тренером о спортивной подготовке, общеобразовательной подготовке, и вы затронули интересный момент – дополнительное образование, в том числе курсы английского языка. Мы говорили не только о знании английского языка, но мы говорили о интеллектуальном развитии, не только спортивном развитии этих детей, которые здесь будут обучаться. Поэтому я дал поручение, чтобы, во-первых, воспитателей подобрали,
тех, которые действительно будут воспитывать, не просто за ними приглядывать, а воспитывать этих детей, потому что дети еще в таком раннеюношеском возрасте, за ними нужен уход и воспитание. И, конечно же, будут дополнительные, кроме спортивных тренировок, дополнительное развитие этих детей. Это и курсы, языковые курсы, это и, может быть, и хореографическое развитие, и по всем остальным направлениям общего развития этих детей. В рамках развития детского футбола тренеры будут отбирать одаренных детей в возрасте от 12 до 16 лет со всех районов республики, готовить их для соревнований, применять универсальные методики. Отбор слушателей Академии начнется уже с 1 июля. Федор Сухарников, Давид Бетиев, Сергей Дедикаев, Тамара Есиева специально для программы «В итоге».